Ближе к истокам. В Северную Осетию в рамках проекта «Этнолагерь» прибыла делегация этнических осетин. 300 человек из разных уголков мира хотят как можно ближе познакомиться с культурой и традициями своих предков. Для участников проекта разработали насыщенную программу. Это, в частности, посещение исторических мест Осетии. А сегодня с гостями встретились главы Северной и Южной Осетии Вячеслав Битаров и Анатолий Бибилов. Обо всем подробнее расскажет Алина Хасцаева. Познакомиться с тонкостями старинного осетинского ремесла и научиться прясть. Участники этнолагеря пробуют себя в непривычном деле. Эсма Кылыч признается, занятие непростое, но очень увлекательное. Возможности прикоснуться к быту предков очень рада. Попасть на историческую родину девушке удалось впервые. Я приехала сюда, чтобы познакомиться поближе с культурой. Нас уже научили печь пироги и рассказали об их значении. Очень рада, что смогла приехать. Особенно рада, что смогла познакомиться и с другими осетинами, которые живут по всему миру. Мне здесь очень нравится. Я в восторге от того, какая здесь красивая природа. Обязательно приеду еще. А вот Павел Хугаев в Осетии не впервые, но впечатление от этого не меньше. Когда узнал об этнолагере, сразу решил поехать. К традициям и обычаям своего народа у молодого человека большой интерес с самого детства. А еще благодаря проекту смог познакомиться с осетинами со всего мира. И языковой барьер не помеха. Приятные люди все. И с ними очень нелегко, потому что мы по-русски говорим, но очень приятно мне видеть, как я же сам из-за границы, и осетин, и они многие тоже. И как они там... Есть такие, которые умеют по-осетински. Мне интересно, конечно, как они там... Это не так легко за границей по-осетинскому говорить. Я думаю, мы все там... У всех там есть интересы в Осетии. Сегодня участники проекта посетили этнокомплекс Цалаговых. Там с ними встретился глава республики Вячеслав Битаров и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Вячеслав Битаров отметил, проект объединяет молодежь со всех концов мира. Радует тот факт, что из года в год расширяется география этнолагеря. Это говорит о том, что наша молодежь, осетинская молодежь, испытывает потребность в общении. И отрадно еще то, что в этом году мы проводим 2 потока этнолагеря. Больше и больше желающих ребят принимать участие в этом форуме. В этом году проект проводят совместно с Южной Осетией. По словам Анатолия Бибилова, то, что участники этнолагеря так заинтересованы культурой, традициями и бытом своего народа, особенно приятно. Для любого человека, независимо от национальности, всегда в душе, в крови играет зов предков. Те чувства, которые испытывает каждый человек, каждый осетин, проживающий вне своей исторической родины, конечно же, хочет познать свою родину, хочет узнать, что происходит, хочет узнать свою историю. А история осетин, как мы все с вами знаем, очень богата. Ребята смогли задать интересующие вопросы и рассказать о проблемах, которые волнуют осетин, живущих за рубежом. Один из главных вопросов – осетины в Турции хотят изучать осетинский язык. Вячеслав Битаров пообещал, что на национальном телевидении республики появятся новые возможности, чтобы осетины по всему миру могли дистанционно изучать свой родной язык. В этом году участниками этнолагеря стали ребята из Швейцарии, Германии, Франции, Турции, Сирии, Казахстана и Таджикистана. Организован проект Министерства межнациональных отношений Северной Осетии. Основная цель нашего этнолагеря – это познакомить осетин, которые живут далеко за пределами Осетии, с историей, культурой, природой Осетии, показать им музеи, показать им осетинскую музыку, научить их печь пироги, побеседовать с интересными, известными людьми в Осетии. Сегодня же участники этнолагеря отправились в дом-музей Коста в Наре, а после посетят Южную Осетию. Алина Хасцаева, Александр Левченко. Новости Осетии.